Глаза. Глаза говорят. Уже фамилия Шкарагина. Derler öğrenci sigara, başka türlü Aleykümselam. Так, Петра. Значит, основная суть нашей встречи заключается в том, чтобы вы, как говорится, сняли картинку. Так, если... Значит, и если возникают вопросы, значит, вот, пожалуйста, все, так скажем, персонажи российской пропаганды, которые сегодня усиленно муссируют определенные слухи, сейчас здесь налицо. Значит, поэтому любые вопросы, которые возникают в части, касающиеся того, что якобы среди чеченского руководства существуют какие-то мнимые противоречия. Настоящий визит президента Ельцина в Чечню, говорят, и отношение лидера чеченского сопротивления к этому визиту, потому что все-таки в последнее время были, так сказать, различные высказывания сделаны по этому поводу. Вот. Ну, у меня вопрос к господину президенту. Ну, мы однозначно высказывались по поводу так называемого визита президента России на территорию Чеченской Республики. Потому что визитом называть такое посещение оккупационной территории, то есть оккупированной своими войсками территории чужого государства, нельзя. Это можно назвать инспекционной проверкой, инспекционной поездкой главнокомандующего российских вооруженных сил на оккупированную территорию. Мы расценили так. Вопрос безопасности, полезности или другие вопросы, связанные с этим посещением, надо рассматривать в контексте продолжающейся русско-чеченской войны. И все проблемы, возникающие, вытекающие из русско-чеченской войны, здесь могут и возникнуть, и могут иметь какие-то последствия. Мы за эти последствия никакой ответственности не несем. Мы войну России не навязывали. Президент Чеченской Республики ни Дудаев, ни Яндербиев, ни Масхадов, ни Басаев войну не начинали. Войну начинал президент России Ельцин, и как президент, и как главнокомандующий. И его проблемы с этой инспекционной поездкой нас очень мало волнует, если так сказать. С другой стороны, мы эту же поездку будем рассматривать как недружественный акт в отношении чеченского народа, как демонстрации своих имперских возможностей, амбиций, намерений на последующее время, как демонстрации силы в процессе во время так называемого, то есть подготовки так называемых контактов с чеченским руководством. Вот в этом контексте мы и рассматриваем. И не считаем, что вот это посещение Ельциным оккупированной чеченской территории может послужить дальнейшему конструктивному налаживанию диалога между Россией и Чечней, что воспринимаем с большим сожалением. Ну, если таково отношение к визиту Ельцина, у меня вопрос к господину Масхадову, как к начальнику штаба сил Чеченской Республики Ичкерия. Если таково
каково отношение к визиту Ельцина? Будут ли предприниматься какие-то меры с тем, чтобы сорвать этот визит, с тем, чтобы российский президент не сумел добиться тех целей, которые он перед собой ставит? Значит, так же, как здесь было сказано президентом Яндарбиевым, что мы этот визит расцениваем так же, как расценивает его президент. Это обычная реклама предвыборная, ничего не дающая чеченскому народу. Специальной операции мы не планируем, но за последствия, которые могут возникнуть, не отвечаем. Что значит последствия? Предполагаете ли вы, что могут найтись люди, которые попытаются каким-то образом что-то, так сказать, сделать с Борисом Ельциным? Возможно. И даже еще хуже, возможно, с той стороны, которые могут сделать своими же руками и сказать, что это мы. Вот на днях министр печати информации Мавлад Удуров сообщил нашей радиостанции о том, что в плен был захвачен офицер ФСБ, высокопоставленный сотрудник, который якобы готовил диверсию против Бориса Ельцина. Если можно, подробнее об этом, я не знаю, кому адресовать вопрос. Я просто небольшую сейчас внесу такую поправку, информацию. Значит, сегодня руководством Чеченской Республики, вот присутствует президент, так скажем, наложено вето на всю эту информацию, поэтому, значит, даже мне несколько раз попало за то, что я огласил ту информацию, которая была представлена Департаментом госбезопасности. Поэтому сейчас на этот вопрос вряд ли можно ответить. По-моему, Дургал несколько увлекся своим работой. У меня вопрос к господину Басаеву. Сейчас объявлено о том, что чеченское сопротивление перешло к партизанской войне. Вы неоднократно говорили о том, что право воюющей стороны, воюющая сторона имеет абсолютное право вести боевые действия в тылу противника. Предполагается ли сейчас, скажем, какие-то мероприятия осуществлять в этом направлении? Слава Аллаху, все предполагается и будет предполагаться. И партизанскую войну мы не перешли. У нас и дальше идет обыкновенная позиционная война. Взять хотя бы пример Юденский район, они захватили, 10 дней держали, но мы опять захватили, сейчас опять позиции, все даже больше прежней территории мы захватили, чем даже в январе имели. Также в других местах работаем. Диверсионные работы мы сегодня конкретно усилим и работаем над этим. Даже взять того же Ельцина, я скажу более открыто и прямо, кто такой Ельцин, что-то все его стараются такой божьей овечкой сделать, которого не должно как будто бы настигнуть возмездие за все то, что он здесь натворил. И вообще, с чем он сюда едет. Если конкретно, конечно, с миром едет, мы любого встретим, даже врага, кто с миром едет. Но человек, главнокомандующий оккупационной армии, которая здесь столько натворила, человек, который едет поблагодарить этих бандитов, называемых армией России, которые устроили геноцид нашему народу, разрушили республику. Он едет поблагодарить их за этот ратный подвиг. Как мы такого человека должны встречать? Конечно, мы работаем и над этим по мере сил будем работать. Так что и в любом случае, как Россия мечтает и как они хотят, такого никогда не будет. Они и раньше через 2 часа останавливали войну. Мы еще, по их словам, в декабре 94-го перешли на партизанскую.
потом каждый месяц, каждый день переходили. Мы не будем как партизанскую войну. Это Россия хочет, чтобы мы партизанскую войну вели, чтобы обреками мы стали. А мы государственная структура, армия, а армия обреками не бывает. Поэтому мы ведем позиционную войну, мы ведем диверсионную, где надо партизанскую ведем. То есть комбинированно, в полном плане все виды боевых действий. У меня вопрос к господину президенту. Господин президент, при каких условиях, на ваш взгляд, возможны, и на каких условиях возможны сегодня мирные переговоры с Россией? Если сказать в общих чертах, то на полном взаимном двустороннем уважении и на полном двустороннем желании посредством компромиссов решить проблему межгосударственных отношений чеченского и российского государства. Есть одна сторона, имеется в виду российская, которая постоянно стремится к этому, будет ущемлять другую сторону, или силой военной, или другой, или политическими давлениями, или хуже всего террористическими актами международного плана, как акция по убийству президента Дудаева и ряд акций, которые после этого проводились, в том числе и против меня, то, конечно, никакого диалога и взаимопонимания быть не может. Но я при вступлении в должность заявлял средствам массовой информации, мировым средствам массовой информации, что я вступаю в должность президента Чеченской Республики Ичкерия с твердым намерением и осознанием, что необходимо возвратить мир на чеченскую землю. И ради возвращения этого мира возглавляю войну чеченского народа против российской агрессии. Я стою на этом. Я тогда же говорил, что все компромиссы, которые имелись в виду Дудаевым в отношении российско-чеченского диалога или устройства российско-чеченских отношений, имеется в виду и могут быть достигнуты. Но для этого должна быть прежде всего честность российской стороны в своих намерениях и действиях. Честность. Для меня одним из важнейших принципов как личности, человеке вообще, но особенно человеке, который может возглавлять народ, государство, является честность и добропорядочность в своих намерениях и действиях. Ну вот при этих условиях, на ваш взгляд, возможен ли в принципе сегодня диалог с российским президентом? Он вам хорошо известен как политик и как главнокомандующий той армии, которая здесь находится. Возможно с ним сегодня диалог? Я сказал, возможно при определенных условиях. Не так просто сходу, на огонь, а при определенных условиях. И прежде всего при условии, что это руководство российское, политическое, не причастно к убийству Дудаева. Раз. Второе, что они не для предвыборной рекламы Ельцина, а с твердым намерением и желанием решить проблему взаимоотношений российско-чеченского государства предлагают такую встречу. И с полным соблюдением протокола такой международной встречи. Андрей, значит, по поводу, я просто хочу продолжить. Проинформирую, что у руководства Чеченской Республики Ичкерия, у президента состоялись контакты с представителем и руководством Союза мусульман России, который возглавляет Хачалаев, известен всем этот лидер. Значит, вот во время этих контактов чеченская сторона
значит, в лице руководства заявила, что доверяет этой организации, которую возглавляет Хачилаев. В случае, если вот возникнет такое предложение, что эта организация выступит в качестве, так скажем, той силы, которая может организовать встречу двух президентов, значит, допустим, на дагестанской территории, естественно, при тех условиях, о которых сказал президент Чеченской Республики Зелимхан Яндарбиев. Такие контакты состоялись, и, в принципе, чеченская сторона выразила доверие Хачилаеву и той организации, которую он возглавляет. Это для информации. Да, мы считаем, что Хачилаев, как лидер Союза мусульман России, мог бы сыграть какую-то положительную роль и даже послужить к делу установления вот этих взаимоотношений. Ну а конкретности обговорено и Хачилаев имеет в виду. Ну, у меня последний вопрос к господину Масхадову. Сегодня российские средства массовой информации, очевидно, в силу того, что необходимо следовать указанию российского руководства о том, что война в Чечне завершена, фактически, так сказать, умалчивают о том, что здесь происходит, о том, что здесь фактически каждый день идут боевые действия. Какова сейчас общая обстановка на фронтах? Война продолжается на всей территории Чеченской Республики. Война везде и всюду. Сегодня ежедневно авиация наносит ракетно-бомбовые удары непосредственно по населенным пунктам. К примеру, вчера в районе Косыюр, Алирой, Сегодня Улус-Керчь. сегодня Улус-Керчь. Есть жертвы среди мирного населения. Подразделения чеченской армии наносят удары везде и всюду, где это возможно, по российским колоннам, которые передвигаются, ведут позиционную оборону в некоторых участках местности. А то, что командование федеральных войск заявляет, что сегодня, что они закончили войну, это может так им хочется. Или так они думают. Или хотят перед кем-то отчитаться. Войну так не заканчивают. Война будет закончена при заключении договора между руководством России и Чеченской Республики. Только после этого. А всякие односторонние попытки действия, это только могут усугубить ситуацию и стимулировать продолжение войны. Если этого не понимает российское руководство, то это одна сторона дела. Рождаются одни проблемы, и наша реакция односторонняя. Если это делается специально, и мы будем делать такие выводы, то, конечно, мы будем принимать другие меры и по-другому реагировать. Я думаю, что у России есть достаточно служб аналитического и другого характера, которые должны были это давно уяснить и донести до своего руководства. Если они до сих пор это не сделали, то это говорит о состоянии российского государства. Что опять-таки очень печально. Можно один вопрос да? Поскольку я представляю иностранные средства массовой информации, если бы вы могли сказать, если изменилась после этого года-полтора войны реакция в Европе и других стран на чеченскую войну, и если вам известны какое-то, например, давление, которое нет известно общественности на Россию, чтобы там остановила или по-другому просто решила чеченскую проблему.
господин президент, если может? Ну, за течение вот этих 1,5 лет войны, после Чеченской войны, конечно, отношение Европы и всего мирового сообщества изменилось в этой войне. Но нельзя сказать, что оно изменилось очень сильно. Хотя достаточно ощутимо. Это раз. Второе, из акций, которые можно расценивать как акции международного сообщества или международных организаций, направленных на оказание давления на Россию, чтобы она прекратила эту уголовную войну против народа, то из них я выделил бы, например, действия группы парламентариев Европарламента, которые выразили знак траура по гибели президента Чеченской Республики Дудаева, проявили солидарность там, вставанием и минутой молчания. Это раз. Второе, перед так называемым московским саммитом, который проходил недавно в Москве, в середине апреля, кажется, выступил руководитель делегации международной организации «Врачи без границ», который впервые из всех представителей международных организаций, в том числе и гуманитарных и правозащитных, более конкретно обвинил российские вооруженные силы в конкретных злодеяниях, в том числе и геноциде, в том числе и использовании мирного населения для прикрытия своих танков и так далее. Это было конкретно сказано. И он также обвинил Россию в том, что она постоянно нарушает права человека не просто в каких-то там рамках, а вообще невообразимых формах для цивилизованного человечества. И в связи с этим призвал вот эту семерку, которая в Москве заседала в качестве восьмерки, оказать конкретное давление на Россию. Ну, что не произошло, как мы видим. Значит, исходя из того, что этот саммит стал каким-то политическим шоу во имя президента России Ельцина, то надо делать вывод, что в общем Европа не намного изменила свое отношение к российско-чеченской войне. А что бы вы хотели, чтобы делало мировое сообщество? Мы хотели бы, чтобы мировое сообщество было честным и боялось Бога, который один для всех. Тогда все образуется. Но сейчас мировое сообщество в лице руководств проявляет бесчестность и проявляет, я сказал бы, какое-то атеистическое восприятие происходящего всего на свете. Вот откуда все беды. Мы считаем, что до тех пор, пока вот это состояние мирового сообщества в лице его руководства будет сохраняться, то эти беды могут постигнуть все народы, независимо от того, многочисленные они малочисленные. В том числе и народы Чехии, как других стран, так называемой бывшей Восточной Европы, так и народы СНГ, так и народы бывшей территории Советского Союза, так и народы Западной Европы. В этом убедиться, что такая маленькая Чечня с его силой ведет такую жестокую войну против таких жестоких агрессоров. Это связано все с именем Аллаха, поэтому Аллах во всем нам помогает. Джихад это защита своего Отечества во имя Аллаха. Аллаху Акбар. Спасибо. И еще, наверное, один вопрос, так как мы соседи, вот
наша территория очень тесно граничит, большая граница. И как сообщают нам средства массовой информации, участились нападения на границу Дагестана. Это понятно, что не на Дагестан нападают, а на пограничные войска нападают, точнее сказать. Вот я просил бы описать, не описать, а скажем, характер этих нападений вообще. Это чеченцы ли нападают, или же это больше провокации? На этот вопрос, наверное, ответит военный, но я бы ответил бы со своей стороны. Человек, который стал на священную войну, он никогда не будет выходить из-под командования своего эмира, который стоит руководством. А таких приказов от вышестоящих должностных лиц не исходит. Нападать, значит, на Дагестан или на Ингушетию, там грабить, убивать. Сегодня, прикрываясь муджахедами, освободителями своей земли, есть, которые хотят натравить два братские народа друг на друга. И они делают это. Я так понимаю, это с точки зрения ислама. А если есть какие-то, значит, варианты, предусматривающие для этих вылазок, то это скажут военные. Я скажу, как главнокомандующий, как президент, мы воюем с Российской империей. И если дагестанский народ считает территорию Дагестана частью России, ингушский народ считает территорию Ингушетии частью России, осетинский народ считает территорию Осетии частью России, или другой народ считает свою территорию частью России, и считает нормальным, чтобы с ее территории наносились ракетно-бомбовые, артиллерийские, иные удары, проводились карательные рейды против населенных мирных пунктов, мирного населения, населенных пунктов, проводился геноцид против чеченского народа, то мы не считаем возможным и необходимым воздерживаться от уничтожения российских агрессоров, находящихся на той или иной территории. Наша война против России, если какая-то территория подвергается нападению чеченских отрядов на российские подразделения, дислоцированные на той территории, то эту проблему надо решать одним только путем. Выводом российских вооруженных сил, бандформирований с территории Дагестана, Осетии, Ингушетии и других территорий, сопредельных чеченским государствам. И если после этого какие-то чеченцы будут беспокоить эти территории, тогда мы несем ответственность. Мы заявляли, что мы будем воевать против России везде, где она присутствует. И я извиняюсь, еще один вопрос. Союз мусульман России будет играть только посредническую роль в переговорах между какой-то российской стороной и вами, и все, да? Или же еще какие-то? Ну, пока мы обговаривали ее посредничество в вопросе урегулирования, а конкретно обговаривали вопрос устройства, то есть организации переговоров между двумя президентами двух государств. Спасибо. Все. Спасибо. Звонил, говорю, где Андрей? Давай.